Посольство Великобритании в Таджикистане сообщает о фейковых предложениях о работе. Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям извлекли из водоемов тела 2 человек. В Турции произошло сильное землетрясение, известно о 76 погибших и более 440 пострадавших. Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Посольство Великобритании в Таджикистане сообщило, что в последнее время участились случаи фейковых предложений о найме сельскохозяйственных работников в эту страну. В опубликованном на странице Facebook объявлении об этом посольство предупредило граждан не верить подобного рода мошенническим объявлениям. В частности, о том, что приглашение на работу фальшивое, можно понять потому, что в них говорится о получении визы в посольстве. Если вам говорят, что вы можете получить визу в посольстве, то компания, с которой вы имеете дело, не настоящая. Посольство Великобритании вообще такие визы не выдает, и все желающие должны обращаться в Центре по консультированию и подготовке трудовых мигрантов Миграционной службы Таджикистана и затем обратиться в визовый центр Великобритании ТЛС Контакт, где оплачивается официальная пошлина за ее визу, говорится в публикации. За прошедшие сутки спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана извлекли из водоемов тела 2 человек. По данным КЧС, на пульт оперативного дежурного КЧС поступил звонок о том, что под мостом через реку Душанбинка на дне водосточного колодца виднеется тело человека. Прибыв на место, спасатели извлекли тело мужчины приблизительно 40-45 лет. Он передан сотрудникам милиции. Личность и причины смерти выясняются правоохранительными органами, сообщили в ведомстве. На севере страны, на берегу Сырдарья, спасатели нашли тело женщины. Житель Бабадюн-Гафуровского района Согда сообщил оперативному дежурному областному управлению КЧС о том, что в Сырдарье между камышами обнаружено тело человека. На место выехала дежурная группа спасателей. Они извлекли тело женщины приблизительно 30 лет и передали его правоохранительным органам, сообщили в КЧС. По данным источника, выяснилось, что это 31-летняя жительница Бабадюн-Гафуровского района, которая 24 января этого года вышла из дома родителей и не вернулась. Причины смерти женщины выясняют компетентные органы, сообщили в ведомстве. Мощное землетрясение произошло сегодня утром на юге-востоке Турции, недалеко от границы Сирии. По состоянию на 6:30 по местному времени в 7 провинциях страны погибли 76, пострадали 440 человек. Об этом 6 февраля сегодня сообщили в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В ведомстве сообщили, что землетрясение произошло утром в понедельник в 04:17 по местному времени. После землетрясения по состоянию на 6:30 было зафиксировано 42 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6 балла. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов. По его словам, под завалами обрушившихся зданий могут находиться люди. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. Генштаб ВС Турции направил в зону бедствия 2 самолета для транспортировки бригад спасателей. Толчки ощущались также по всему региону на Кипре, в Ливии и в Сирии. Во время землетрясения в Сирии погибли 42 человека, еще 200 ранены. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия корреспонденту САНА. Как передает Reuters, там тоже обрушилось большое количество зданий. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в госпитале Дубая 5 февраля на 80-м году жизни. Последние годы Мушарраф, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза, редкого заболевания, связанного с нарушением белкового обмена в организме. Первез Мушарраф пришел к власти в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота. Он занимал пост президента страны в 2001-2008 годах. В 2013 году по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене из-за введения чрезвычайного положения при остановке действий Конституции в стране в 2007 году, когда Верховный суд постановил рассмотреть вопрос
о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок. В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако спустя месяц приговор был отменен. С 2016 года Первез Мушарраф проживал в Дубае. На фоне болезни он заявлял о желании вернуться на родину.